А вот при подготовке финансирования офиса президента еще в 2019 году Владимир Зеленский поставил задачу сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Но через год в проекте бюджета уже планируется значительно большая сумма. То есть если в 2019 году еще при правительствах Порошенко это было 900 с лишним миллионов, в 2019 году эта сумма была такая же, то уже в бюджете 2021 года это сумма 1 миллиард 269 миллионов. То есть рост на 40%. Как вы можете... У нас, кстати, есть сейчас на связи эксперт Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтинговой агенции B-Rating. Добрый вечер. IBI Reading. Здравствуйте. Как меня слышно? Отлично вас слышно. Как вы оцениваете статьи, которые были распределены? Увеличение, я имею в виду, финансирования силовых структур и содержания офиса президента? Так. Мы сейчас о 21-м говорим? Уже да, уже о 21-м. Да, ну, во-первых, его еще не проголосовали. Это пока только предложение. Ну, безусловно. Давайте мы посмотрим на результаты и посмотрим, что мы увидим на выходе. То есть, ну, как бы рано загадывать наперед, что будет в результате, оно реально может еще откорректироваться. То есть, ну, ввиду тех или иных, скажем так, внутренних договоренностей. Это первое. Второе. Ну, я не знаю, для кого это является новостью, но в принципе из года в год уже много лет мы наблюдаем, что да, и расходы на содержание Верховного Совета растут, и расходы на содержание, ну, когда-то администрация была, а сейчас там, ну, офис, аппарат, ну, скажем так, управленческая вертикаль, да, растут просто потому, что есть тарифные сетки, и в принципе, ну, как бы люди, да, не, ну, скажем так. Ну вот в Министерстве финансов объяснили это диспропорциями зарплат. Якобы в офисе президента они оказались меньше, чем в отрасли, скажем так. И в связи с их увеличением выросла и сумма Ну, финансирования. весьма спорное утверждение. На самом деле, ну, нужно смотреть уже в деталях в каждом конкретном случае. Почему так? Потому что разброс зарплат действительно есть, и где-то есть выравнивание. Ну, мы сейчас можем говорить о том, что это выравнивание, оно же не только требуется там по офису президента, ну, по старинке в администрации президента. То есть, как бы, ну да, есть сумма закладывается. Почему эта сумма хуже, ну, скажем так, растет, увеличивается более серьезными темпами, чем, допустим, та же социалка, это вопрос. Но это вопрос на самом деле к людям, которые планируют бюджет, которые верстают его, сводят его, то есть, опять же, Министерство финансов. Я могу сказать, что в общем и целом зарплаты в аппарате стараются подтягивать, ну, давайте так, под европейский уровень или около того. Добавляются новые функции, добавляются новые задачи, и под них добавляются люди. Очень часто даже бывает наоборот, и мы, кстати, можем говорить о том, что это не только администрация, не только офис президента, это любая, может быть, областная администрация, абсолютно, любые министерства, которые создаются даже с неопределенными полномочиями. Мы такое тоже видели. Да, создаются министерства, в которые набираются люди, потом им нарезаются задачи. Вот нарезаются люди, и каждый друг на друга смотрит. Как говорили у нас некоторые управленцы в госкорпорациях, да, мы подтягиваем госсектор под рынок, да, и даже если государственные компании. Поэтому я не вижу ничего удивительного в этом. Вот. Проблема в другом, что, скорее всего, даже по 2020 году многие вещи будут недофинансированы. Да, те же закрепленные, защищенные. И даже если бюджет примут в таком виде, то, скорее всего, его будут, ну, скажем так, корректировать. И, может быть, очень серьезно корректировать, в том числе в направлении перераспределения и отдельных расходов. Да, где-то могут пройти сокращения уже там в середине 2020 года. Ну и тогда, соответственно, расходная часть может быть, ну, снижена.